Серкова выросла в православной семье и до определенного момента в жизни практически не сталкивалась с мусульманами. У нее, как и у большинства других людей, ислам ассоциировался с рядом стереотипов. До того, как я стала интересоваться, я даже как-то не обращала внимания, что ли, на мусульман. Только там, как у большинства людей, были какие-то стереотипы, которые, альхамдулилля, потом разрушились. Однако все изменилось после того, как девушка поступила в университет, где вместе с ней учились мусульмане. До принятия в ислам я как-то свои эмоции скрывала, показывала не те, которые были истинными, то есть создавала картинку ту, которую люди хотели видеть. Одной из тех сестер, которые открыли для Юли мир ислама, стала Самар. Я не пыталась вдохновить человека, да, я просто вела себя так, как всегда. Я общалась с ней так, как с обычным человеком. Я просто рассказывала о себе. Я рассказывала, как я живу, какой мой образ жизни, моя семья. Смотря на нее, хочется быть похожей на нее. Она показывает, что мусульманка должна быть не только скромной. Своей скромностью показывает, насколько она может в разной сфере себя найти, и наоборот, она старается быть лучшей в этой сфере. Чем больше Юлия узнавала об исламе, тем быстрее стирались страхи и предубеждения. Первый раз я пришла в мечеть, это был день хиджаба. Я очень боялась идти в мечеть. Не знаю почему, просто я очень боялась, вот новое окружение для меня. Все-таки я пришла. Вот, там меня встретила сестра Исмаила, Самар, и я стеснялась, но, в общем, потом, когда я пообщалась с мусульманками, действительно, это очень открытые девушки, и с ними очень приятно общаться. После принятия ислама девушка не только нашла смысл жизни, но и обрела новую семью. Ее супругом стал брат Самар, Исмаил. Я чувствую, что она мне как дочка, я не чувствую, что вот это невеста или что такое. То есть, как я с дочерьми, так я стараюсь и с Юлей быть. Алхамдулилля, она очень такая девочка, и родители, мне что понравилось, что родители все поняли, и то есть ни на чем не настаивают, ни на чем ничего не упрекают. Мне муж сказал, раз так пошло, раз он ее любит, делай дуа, от тебя остается только дуа. Исмаил, конечно, изменился. Ответственность стала больше, он изменился наполовину. Все в лучшую сторону. Для самого Исмаила принятие Юлии ислама было неожиданным, но радостным событием. В Райде в пятничную молитву я собираю деньги, которые там для мечети. Мне названивают, я говорю, мама, я занят, там все дела. Потом мама говорит, типа, выйди быстро. Я, отдаю эти деньги, выбегаю с мечети. Мама такая мне говорит, приняла ислам. Я такой, мама, кто принял ислам? Вот зачем, зачем мне мама будет говорить про какого-то человека, который принял ислам? Я рад, как мусульманин, что кто-то принял ислам. Она приняла ислам. Я такой, кто она? Ну, она. Я такой, мама, ты можешь объяснить нормально, кто такая она? Она говорит, Юля. Я такой, какая Юля? Та Юля? И она говорит, да, именно та Юля, которая с твоего университета. Я, вот капец, как я обрадовался. Вот я думаю, это было круто. В новой семье девушка совершенно иначе увидела то, какими могут быть настоящие семейные отношения. Это большая дружная семья в первую очередь. Я была очень рада, что я попала в большую семью, потому что это семейный очаг, это круто. Она без труда смогла найти общий язык со всеми членами большой семьи Аль-Бахеси. Юля мне тоже как родная сестра. Юля может нас успокоить. Каждый человек, который приходит к исламу, открывает в этой религии что-то свое, но всех их к истинному пути ведет лишь Всевышний. Она меня заставляет делать что-то хорошее. Она меня, возможно, подвигает на такие действия, помочь людям в детских домах и так далее. Да, у меня были эти действия до этого, но сейчас я начал больше это любить. Это круто, когда у тебя есть человек, который является твоей опорой во всем, абсолютно во всем, от мелочей до самых больших дел. Я благодарен Аллаху, благодарен моей семье, что они сделали так, что я сейчас с ней. Дилявер Сайдахметов, Евгений Пахальчук, Али Марей, канал Алиф, Украина.